Печально необычная судьба. Так Михаил Рогачев говорит о крае, который в годы политических репрессий стал последним пристанищем для многих осужденных. В их числе и священнослужители. Не только духовенство республики, но и те, кого пригнали этапами из других уголков необъятной. С республикой связаны имена 57 святых. Если же брать в расчет не только канонизированных людей, цифра пострадавших вырастет в разы. И вот первый всплеск расстрелов уже и приговоров – это 30-31 год. Именно вот тогда был расстрелян отец Прокопий Шаламов, вотчинский священник, который убеждал, его спрашивали: вы с советской властью борете? Да не борюсь я с советской властью. А что вы крестьянам говорили? Да я всегда говорил, что надо, любая власть от Бога, надо ее выполнять. Почему его выбрали в качестве жертвы, я не знаю. История сегодня не только о репрессиях, но и о том, как жило раньше духовное сословие. В XIX веке в Коми-крае было 112 приходов и около 140 церквей. Зачастую, как, например, и по сей день в местечке Керуль, на одном приходе строилось сразу два храма – летний и зимний. Один из них отапливался, второй печки не имел, зато был более красивым. Служение, как правило, становилось наследственным. Протоптанную отцами стезю с взрослением выбирали и сыновья. Большая часть священников относилась к сельским, ведь город-то стоял всего один – Усть-Сысольск. Там, в Троицком соборе, сейчас это территория детского городка современного Кировского парка, служило 6 духовников, еще 120 по населенным пунктам всей Коми-земли. Недавно необычную судьбу мы нашли священника, который после лагеря оказался на фронте. Вообще священников в армию не брали, а он отсидел, вернулся домой, не служил, поскольку церковь была закрыта. А он в лагере приобрел специальность фельдшера. И его мобилизовали в 1941 году. Он прошел всю войну военным фельдшером, потом даже лейтенантом медицинской службы был, получил орден Красной Звезды. Такие встречи – продолжение проекта «Пешком по Усть-Сысольску», собиравшего всех, кто этого хотел, на экскурсионные уличные прогулки. Они еще будут, но пока снег, познавательные лекции можно прослушать и в помещении. Идея такая, чтобы люди начали как-то, не знаю, что ли, гордиться собственным регионом, понимать, что он очень необычный, очень интересный, что город Сыктывкар очень красивый, очень необычный, что у него необычная история, что это потрясающие люди и тому подобное, чтобы у людей возникало вот это вот чувство такого родного, теплого края. Краеведческий проект в лекционном формате только стартовал. Впереди выступления других авторов. Слушателей не так уж и много, но с каждым разом, надеются организаторы, их будет только больше. Любовь Филиппова, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.